Рост вопреки. Российская промышленность показала положительную динамику в первом полугодии 2022 года. И это под грузом беспрецедентных внешних ограничений. Запас прочности обеспечили субъекты страны. Согласно статистике, Ингушетия вошла в топ-10 регионов по росту промышленного производства по итогам 6 месяцев 2022 года. Показатель составил 13,9% по отношению к первому полугодию 2021 года и находится на 9-м месте по стране. Для сравнения, на 11-м месте Чечня, Северная Осетия, 13-е место, 21-е место Карачаево-Черкесия и на 32-м месте Ставропольский край. Индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2020 года составил 113,9%. Он рассчитывается по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В целом по стране этот показатель 102%. Мы среди лучших по СКФО. Такой результат сложился из-за увеличения объема выпускаемой продукции, выполненных работ и услуг нашими предприятиями за счет развития ранее действующих производств, открытия новых инвестиционных проектов и реанимации простаивающих. Нужно отметить, что достичь указанного результата удалось благодаря комплексу мероприятий, проводимых с личным участием главы Республики Ингушетия. Махмуд Али Макшарипович Калиматов возглавляет инвестиционный совет, который участвует в рассмотрении инвестиционных проектов для последующей реализации их на территории региона. Более того, глава республики неоднократно проводил встречи в Совете Федерации с федеральными министрами. А недавно прошла встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, где также обсуждалось социально-экономическое развитие региона и меры по их реализации. Результаты всей этой работы мы видим уже сейчас и ожидаем, что в перспективе мы сможем превзойти даже эти показатели. В регионе сейчас ведется работа по реанимации остальных простаивающих предприятий с привлечением инвесторов. Каждый этап этой работы ведется под личным контролем главы республики. Махмуд Али Макшарипович Калиматов ставит задачи работать на благо людей, для увеличения рабочих мест, для улучшения благосостояния населения, чтобы наша республика занимала достойное место среди субъектов Российской Федерации. Таким образом, ведется постоянная работа по социально-экономическому развитию республики, создаются комфортные условия для ведения бизнеса, улучшается инвестиционный климат, предоставляются льготы для инвесторов, в необходимых случаях снижаются налоговые ставки, что в целом способствует привлечению новых инвестиционных проектов промышленного производства. Разумеется, что вся эта работа была бы невозможна без поддержки федерального центра. За последние 2 года, пока пандемия била и по людям, и по экономике, в Ингушетии запустили несколько новых крупных производств и реанимировали 2 простаивавших предприятия – обувную и швейные фабрики. На их потенциал обратил внимание глава республики Махмуд Али Калиматов. Все этапы запуска производства руководитель субъекта контролировал лично. Инициатива, инвестиции и пустовавшие цеха заработали после долгого простоя. Санкции придали сил. В день на обувной фабрике производят в среднем 600 пар обуви. В новых экономических условиях оптовые покупатели требуют все больше отечественной продукции. В последнее время спрос на нее в разы повысился. Несколько десятков человек производят мужскую, женскую, детскую обувь и обувь по индивидуальным заказам. Сейчас мы делаем коллекцию на выставку и делаем образцы. Эти образцы будут где-то в 25 моделей в 4 цветах. Это посчитайте, это получается у нас 60 вариантов образцов. То есть весь стенд в Измайлово будет забит нашими моделями. Эти модели, они сделаны по каталогам. Вот. То есть то, что сейчас вот модно в сезоне, в следующем сезоне, мы уже даже знаем об этом. Вот смотрите, какие замечательные подошвы. Все это местный производитель. Смотрите, какие шлифовочные материалы. Вот смотрите, как прекрасно смотрится вот эта обувь, очень удобная колодка. Все это, как говорится, наше. Локомотивом швейного производства в окружном масштабе может стать швейная фабрика. Она была открыта в 2017 году. Располагается на территории 2 гектара. Площадь здания больше 10 тысяч квадратных метров. Спустя некоторое время после запуска фабрика была закрыта. Возрождение ее началось в декабре 2020 года.
Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поручил правительству и Минэкономразвития Республики тщательно проработать каждую позицию инвестиционной карты региона. Она содержит информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. Разработана новая модель развития до 2030 года с включением 5 прорывных проектов в стратегических отраслях. В нее вошло строительство тепличного комплекса производительностью 10 тысяч тонн овощей в год, развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса Арамхи в Горном Джайрасском районе. В стратегию властей также включены крупнейшие проекты создания промышленного парка Джайрах мощностью 50 тысяч тонн доломитовой муки в год, развитие солнечной генерации с выработкой 6 мегаватт электроэнергии в год, создание индустриального парка «Магаз» в целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности. Завод «Риак» – единственное предприятие в СКФО по выпуску алюминиевых профилей. Первая линия была введена в эксплуатацию в 2012 году, вторая – в 2018 при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа. Сегодня завод работает в 3 смены. Один из самых первых заводов в России, который с нуля начал производство, с нуля запустил все на своих собственных мощностях. На сегодняшний день мы обрабатываем 650 тонн алюминия в месяц. В ближайших планах уже в 3-м квартале, к концу 3-го квартала мы уже выходим на 1100 тонн обработки металла в месяц. Якорем промышленной зоны Карабулака стал полимерный завод, производящий полиэтиленовые трубы для водо- и газоснабжения. Объем выпуска пользующейся высоким спросом продукции составляет 7-8 тысяч тонн в год. Основные потребители – Ингушетия и регионы юга России. Поступают заказы из отдаленных субъектов страны. Вклад и в промышленность, и в экологию. Комбинат безотходного производства ЛПК «Мужичи» – это один из крупных инвестпроектов в регионе, запущенный в 2021 году. По предварительным подсчетам, за первые 5 лет налоговые отчисления в бюджет составят около 64 миллионов рублей. По планам, в 2023 году, после выхода на полную мощность, объем выпуска достигнет показателя более 4,5 тысяч кубометров готовой продукции. Без преувеличения грандиозный проект «Птицекомплекс Южный». Общий объем инвестиций составляет 3,8 миллиарда рублей. Строительство комплекса началось в 2015 году и продолжалось с переменным успехом. Выпускать готовую продукцию на предприятии начали в сентябре 2021 года. «Я впечатлен увиденным», отметил Махмуд Али Калиматов во время визита на производство. Наглядные примеры сокращения зависимости от импорта. Логистические цепочки и сбыт налажены, как и производственные мощности. Созданы сотни рабочих мест. Как результат, уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2022 году по сравнению с прошлым снизился на 5,2% с 16,3% до 11,1%. И это при том, что все упомянутые промышленные предприятия еще нуждаются в рабочей силе. В регионе остаются 11 производств, которые можно запустить при небольших вложениях. Их финансирование Махмуд Али Калиматов обсудил в ходе деловых встреч на полях Петербургского экономического форума. Один из простаивающих заводов, который предстоит реанимировать – завод «Технопарк» Сердало, построенный в декабре 2016 года. Ожидалось, что он окажется одним из ведущих производителей светильников и филаментных ламп. Но очень быстро для светодиодного завода наступили темные времена, и деятельность его приостановили из-за финансовых проблем.
Просветление заводу стоит ожидать. По инициативе Махмуда Али Калиматова при организации производства полного цикла план выпуска готовой продукции может составить до 800 тысяч изделий в год с возможностью увеличения при переходе на двусменный режим работы. Ингушетия в числе 5 российских субъектов, которые деятельно участвуют в формировании деловой среды в стране и чья инвестиционная активность пошла в рост. Это отметил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать в этом году, присоединилась и Московская область. За год она поднялась с 8-го места в лидеры, в тройку. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия на 24 позиции и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу. В зале на выступлении Владимира Путина в качестве почетного гостя присутствовал и Махмуд Али Калиматов. Признание качества работы главы государства – это лучшая оценка комплексных усилий по развитию промышленного и экономического потенциала республики. Один из самых маленьких субъектов страны на 9-м месте по росту промопроизводства. Это заслуга каждого, кто стоит за возрождением простаивавших предприятий и запуском новых, каждого, кто сегодня работает на этих производствах. С вами была Хава Султыгова. Оставайтесь на Национальном.